Через механизмы USAID продолжает поступать финансирование вооруженным силам Украины, нацеленным против нашего главного союзника Российской Федерации и против наших соотечественников, граждан Республики Абхазия, принимающих участие в специальной военной операции. При этом ровно те же западные структуры реализуют якобы гуманитарные проекты на территории Республики Абхазия. Обращаем внимание и на то, что деятельность USAID в Российской Федерации запрещена с 2012 года, а в Республике Беларусь с 2019 года. По мнению российских и белорусских коллег, деятельность сети западных НПО нацелена на изменение ценностных ориентиров и моделей развития, дискредитацию культур, религий и цивилизаций, фальсификацию истории, нарушение духовно-нравственных связей между братскими народами. Существенная часть активности западных НПО нацелена на противодействие развитию интеграционных объединений на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации. К слову о фальсификации истории нашей страны. На официальной странице посольства США в Грузии 27 сентября текущего года была опубликована информация о том, что в 30-ю годовщину якобы захвата Сухуми силами, поддерживаемыми Россией, временный поверенный в делах Алан Персел и военнослужащие США почтили память погибших в войне 92-93 года. В публикации указано: «Мы помним 27 сентября 1993 года, день падения Сухуми».